с афганского, не удивляйтесь. Афганский язык – это таджикский язык. Мы выросли в Узбекистане, рядом с нами жили таджики, узбеки, киргизы. Сегодня в стенах Крымско-татарского музея звучат трогающие душу откровения. Якуб Ислямов делится воспоминаниями с молодежью из первых уст о кровопролитной войне. В Афганистан попал в 18 лет. Водитель-механик, переводчик, рядовой. Это не очень хорошая картина, когда ты видишь своего товарища убитым. Когда ты видишь, что у него руку отнял. Это кажется в кино красиво. Ранили, завязал, и он еще воюет. Поверьте мне, это не так. Был гранатометчиком, автоматчиком и пулеметчиком. Вместе с Якубом Ислямовым служил и Мемет Риизов. Сослуживец делится, жили в одном городе, а познакомились, находясь плечом к плечу в сражении. Боевые товарищи остались верными друзьями и в мирной жизни. Была большая операция, это в 1984 году, 21 марта, мы входили в Паншерскую долину. Против нас стояли 3000 бойцов, обученных вести боевые действия. Такой формат живого общения в музее проводится ежегодно. Мы каждый год зовем учеников разных школ. Ну и, конечно, будучи Крымско-татарским музеем, зовем героев, сослуживцев из числа нашего народа. Прошло 32 года, но ветераны помнят все и призывают молодое поколение решать конфликты только путем дипломатии. Сегодня о войне, которая длилась 10 лет, говорят медали и награды на груди воинов-интернационалистов. Но шли они не за ними. Воинский долг и точка. Самое главное, это в этой войне надо было помнить, что тебя ждут дома. Огромные потери и сотни тысяч покалеченных судеб. Афганистан унес жизни 15 тысяч советских солдат. Память о них жива. Наджия Исаева, Саид Велиляев, телеканал «Миллет».